Дата 26 августа 2008 года вошла в новейшую историю Абхазии как один из важнейших этапов восстановления исторической справедливости. Каждый год празднование этой знаменательной даты Дня международного признания независимости Абхазии начинается отсюда, с места, где захоронены те, кто жил мечтой увидеть свою родину свободной и процветающей и не пожалел жизни для достижения этой цели. Что бы ни случилось, во все времена сюда, в Парк Славы, приходит почтить память героев, отдавших жизнь за свободную и независимую Абсны. Цветы к мемориалу славы возложили президент Аслан Бжани, вице-президент Бадра Гумба, депутаты парламента, члены правительства и общественность. Далее все направились в Нижнюю Шеру, к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, чтобы поклониться памяти человека, который определил новейшую историю нашего государства, возглавив освободительное движение абхазского народа. 26 августа 2008 года Абхазия была признана великой державой, членом Совета Безопасности ООН, субъектом международного права. Это накладывает на нас большие обязательства и одновременно является большим достижением для нашего государства. Ровно 13 лет назад Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тогда, в недалеком 2008-м, поверить в то, что Россия пойдет на этот шаг вопреки позиции международного сообщества, было сложно. После вероломного нападения Грузии на Юго-Осетинскую республику и пятидневной кровопролитной войны Сергей Багапш и Эдуард Кокоэте обратились к России с просьбой признать суверенитет государств. Это обращение было услышано и поддержано. Таким образом, 26 августа в 3 часа дня произошло историческое событие. Жители Абхазии и Южной Осетии узнали о том, что их страны признали. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Россия призывает другие государства последовать ее примеру. То, что происходило дальше, описать словами невозможно. Всенародное ликование, радость со слезами на глазах, затяжные сигналы машин, зажигательные танцы по всей стране. Жители республики от мала до велика вышли на улицы городов. В Сухуме все направились к площади Свободы, где к ним обратился второй президент Абхазии Сергей Багапш. Я от имени моих друзей и от имени всего народа нашей республики хочу от всей души поздравить вас, всех нас, с этим историческим моментом в жизни нашего народа и нашей страны. Спасибо вам огромное! Я думаю, что этот прекрасный день признания нашей республики как независимого государства мы посвятим тем, кто не дожил до этой славной победы, кто умер, кто погиб. Я хочу сказать огромное спасибо матерям, поклониться им за то, что они воспитали детей, принесшие нам эту независимость. Я помню, что началась стрельба, какие-то... Мы сначала испугались все, конечно, мы все собрались, флаги, поехали на площадь, рассказываешь, мурашки по коже. Как-то мы очень рады, мы плакали со слезами вроде бы, вот, фотографировались, на видео все снимали.
Это было для нас неожиданное событие. Конечно, после всех этих исторических данных, которые мы прошли, о независимости, конечно, много можно говорить еще. Но на самом деле вот этот этап был самым таким решающим для нашей Абхазии, для нашего народа. И когда мы это услышали, я просто была в шоке. Я даже не поверила вначале. Конечно же, вслед за этим событием не могла не последовать негативная реакция Грузии, которая с этого момента объявила Южную Осетию и Абхазию оккупированными территориями. Тогда в интервью СМИ Дмитрий Медведев отметил, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, чтобы остановить истребление двух народов. Был выбран самый бесчеловечный способ добиться своей цели – присоединить Южную Осетию ценой уничтожения целого народа. Это была не первая попытка. В 1991 году президент Грузии Гамсахурдия с призывом «Грузия для грузин», только вдумайтесь в эти слова, приказал штурмовать Сухум и Цхинвал. Тысячи погибших, десятки тысяч беженцев, разоренные села. Вот к чему тогда это привело. 26 августа 2008 года навсегда останется в истории Абхазии. Маленький многострадальный народ получил право на независимое существование. На сегодняшний день Абхазию признали еще 5 стран-членов ООН. Здравствует независимая Абхазия! Гугуца Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.